неправильности, это первый пункт, второй, третий пункт. Да? Такие это для нас, сорняки, надо выдергивать. Вот это покой, мудрость, заповедь. Это надо взращивать. Каждое мгновение. Вот. Наконец, четвертый пункт. Давайте вместе прочитаем. Давайте верой, воодушевлением, вопрошанием и преданностью устраним неверие, алчность, лень и глупость. Здесь тоже неверие, алчность, лень, глупость для нас хорошо или плохо? Это зависит от человека, да? Или? По-моему, в основном не очень хорошо. Да? Тогда надо выдергивать. Вера, воодушевление, вопрошание, преданность. Вот это нам нужно для того, чтобы жить хорошо. Надо выучить нужно. А в начале мы уже изучали о вере. А в прошлой неделе о воодушевлении уже мы изучали. Так, сегодня о чем нам надо говорить? Вопрошание. О вопрошании нам надо поговорить. Так. Вопрошание. Так. Сегодня мы с вами поговорим о вопрошании. Вопрошание это что? Что это такое вопрошание? Анализ. Вопрошание я покажу вам. Это. Вопрошание есть это. Это что? Вопрос. Это задать себе, самому себе вопрос. Каким образом? Что это такое? Что делать? Почему это так? Вот. Задать самому себе вопрос. Сейчас давайте посмотрим, как основатель буддизма Сотесан Тэджонсанин о вопрошании, как говорил. Вот это где напечатано? Не знаете? 99 страница. Да? Знаете? 99. Да, напечатано. 99 странице вопрошание. Ну, посмотрим вместе. Сейчас, да? Вместе прочитаем. Вопрошание означает стремление обнаруживать и знать то, чего мы не знаем, о делах и принципах, и является движущей силой, раскрывающей неизвестное, когда намерен осуществить что бы то ни было. Все понятно? Не очень. Не очень, да? Если все понятно, это уже я хотел закончить. Так. Бывают люди, которые стремятся знать, которые задают вопросы себе и ищут ответ. И бывают люди, которые не стремятся знать, которые не задают вопросы. А между ними какая будет разница в их жизни? Разница не будет? Какая? Один будет радостный, а другой грустный. Ну, не обязательно. Мне кажется, они могут быть оба очень даже разные. Почему нет? Да, по-разному мы можем говорить. Я хочу говорить успех и провал. И бизнесмены, и ученые, и изобретатели, все люди, достигшие большого успеха в любой области,
имели вопросы и стремились исследовать и знать. Значит, они были в состоянии вопрошания. Успешный человек постоянно обнаруживает то, чего он не знает, и стремится знать. Четвертый патриарх буддизма Чосан Сангсаним, он был недавно, да, у нас. Он говорил, высокоорганизованные животные имеют вопросы, низшие животные не имеют вопросов. Чем выше уровень, тем больше вопрошания. Чем ниже уровень, чем меньше вопрошания. Жизнь без вопрошания – это подобно человеку, который идет по дороге с закрытыми глазами. Вы как живете? С открытыми глазами вы живете, да? Точно? Да. Уверены? Не спрашивай. Сейчас проверим. Человек обычно интересуется только тем, что ему интересно. И он стремится знать только об этом. И он на остальное он закрывает глаза. Поэтому случается. Что случается? Поэтому в том, чем мы интересуемся, мы становимся следующим. Ну, обо всем остальном мы остаемся плохо осведомлены. Вопрошание это значит открыть глаза и внимательно рассматривать. Это стремление знать. Это как карманный фонарик. Если мы освещаем фонариком темные углы, то мы видим ясно то, чего мы не видели. Вот это вопрошание. Видите, стремление обнаруживать и знать то, чего мы не знаем о делах и принципах. О делах и принципах это что такое? Что такое дела и принципы? Это буддийские термины дела и принципы. В нашем мире существует реальность, которую мы можем видеть. И одновременно с этой существует истина, невидимая истина, которая руководит всеми вещами. Всегда существует две стороны. Реальность, истина. Практика, теория. Дела и принципы. Дела означает реальность, повседневные реальные вещи жизни человека. Принципы означает истина, внутренняя закономерность, логика вещей. Поэтому нужно интересоваться как реальностью, так и истиной, как делами, так и принципами. Здесь, когда я говорю